плановый срок, да, для генеральных планов это 20-25 лет. Но при этом, да, надо понимать о том, что этот задел, он дает все равно планирование даже вот на столетие. Так как мы вот сами видим, да, что наш генплан, вот, действующий сейчас, он основан на генеральных планах даже 18-19 веков. Потому что сетка планировки города, она так и сохраняется. Поэтому не надо говорить о том, что вот прошло 10 лет действия генплана и оно кардинально изменится. Мы максимально сохраняем то, что у нас было ранее. Кардинально не меняем. Вот какие-то вопросы внутренние, да, внутри, да, это еще ладно. Но такие особенности, которые заложены в старых генеральных, они сохраняются. Городской округ тоже вот в прошлом году уже получил мастер-план города Якутска. Почему я рассказываю вместе с генеральным планом? Потому что генплан мы должны были трудить еще в прошлом году. Но в связи с тем, что вот этот мастер-план, ну, встал вопрос по разработке этого мастер-плана и нашлись средства для его разработки, да, на конкурсной основе определили финалистов. И в июле прошлого года вот этот документ он был утвержден. И задача была, чтобы эти положения были включены в генеральный план города Якутска. Он определил точки роста, и он показал экономику. Он выполнил анализ всей территории городского округа, выявил, какие есть у нас проблемы, определил приоритеты, дал идею, по которому должен развиваться город Якутск. Генеральный план вот такие вот нюансы он не показывает. Вот авторский коллектив, целый вот коллектив разрабатывал вот этот документ. Вот Институт генплана Москвы и вместе с ним вот другие организации, в том числе и наши местные. Дали вот миссию, да, столица криокультуры России и лучший для жизни человека город в мире на вечной мерзлоте. Вот такая миссия у нас должна быть. Так, и какая идея? Криокультура. То есть мы должны крио что-то, это особенность, да, вот наша особенность, она должна быть ни на кого не похожей. То есть мы должны основной упор делать на свои особенности. Крио-архитектура вот своя должна быть, свои крио-технологии, особенные технологии вот в условиях, в которых мы проживаем. По ландшафту тоже вот мы должны свою идентичность подчеркивать, да, по рекреациям, да, вот какие-то вот зимние вот эти виды отдыха. И криогастрономия, криотуризм. Ну, основные направления развития вот такие должны быть. Да, я сейчас вот эти точки, ну, это вот криоландшафт, то, что какие эти, да, образцы. Идентика своя должна быть. Драйвер экономики, вот это все. Просто я так понимаю, на основе вот этого аналитического материала уже понятно, в каком районе что строить и что располагать. Вот примерно архитектуру предлагает, у нас какая-то своя особенная архитектура должна быть отличающаяся. Как бы свой дизайн, вот мастер-план он предлагает так, то есть мы должны подчеркивать свою особенность. Не проектировать, например, как, да, вот, ну, по всему как миру, КПД, да? КПД, своими именами, да. крупнополенный домостроительный. Да, своя какая-то особенность должна быть. Так, вот это транспорт. Это вот дождевая канализация, как раз то, что вы говорите, да? Вот у нас водоотведение уже заложено, да, и в генеральном плане тоже. И в генплане это все тоже есть, тоже отдельным своим разделом. Так, вот перспективное развитие по итогам анализа сделали. Так, социальная инфраструктура развития. Ну, весь этот анализ, он вот лег на план. Так, ну, вот, да, вот территория автодорожного округа, например. Вот показывается новый центр города, это Алан-Хален. Это вот, да. Радиоцентр, грубо говоря. Вот эти районы, которые сейчас она застраивается, там где Прометей. Вот по автодорожному округу, вот, микрорайон Звездный. Вот у нас промышленный округ. Тоже определены территории, где есть двухэтажные застройки. Вот у нас речной порт. И вот со стороны Дзержинского, Калица, тоже район многоэтажной жилой застройки. Вот 17-й квартал, да, вот территория.
И со стороны Вилюйского тракта тоже вот предлагается реновация существующей вот промышленной зоны, промзоны. Вот. Так, это вот Сайсары, территории определены четкие. Чуткие, да? Да, ну вот 86-й квартал. 86-й это вот Чайковского, Лермонтова, Киш Алексеева. И вот со стороны Ибнинской тоже новые территории, которые... Ну, в мастер-плане вот, основное отличие от генплана вот, показана точка роста. Это вот в ближайшие 10 лет определили, где можно вложить свои средства, свои инвестиции городу, республике. Вот здесь вот мы видим, вот первая точка роста, это новый центр города, так назвали вот авторы, это предложение по Алан-Халанду, территория Алан-Халанда. Тут захватили и территорию ипподрома, но, конечно, тут юридические моменты как-то, конечно, будут, конечно, сложности, да, но тут они показывают, что центр города, он может образоваться именно вот на этой территории. Тут и библиотека предусмотрена, и культурные центры, и деловые центры. То есть здесь такой вот новый центр был предложен. Вместе, тем более здесь вот на этой территории сейчас строится филармония, Северо-Восточный университет, здесь планирует свою застройку. И вот такая интересная здесь зона должна появиться. Так, это вот первая точка роста. Так, дальше. Вот точка роста 2, про которую я рассказывал, это намывные территории. Вот одна линия, вот вторая линия для резерва и открытая ландшафтная территория, парковая зона. Так, ну вот здесь вот покрупнее, да, вот здесь все. Вот это все, вот зеленый луг, он может быть вот таким вот большим парком. Так, здесь вот уже детально вот видим, какая застройка здесь может быть. Здесь вот образовательные центры, IT-парк вот в этом районе. Это вторая точка роста. Третья точка роста это вот Сайсар, территория Сайсар. Там, где вот эти двухэтажки, про которые я говорил, ну вот застройка вот здесь вот тоже предложена. Ну, показывает, как это должно выглядеть, экономика тут дают. И такой визит. Ну вот четвертая точка роста, это вот по предложению, когда они приезжали, да, тут они делали опрос жителей, да, и ну, этих собственников земельных участков. И такой участок по Покровскому тракту тоже был предложен как точка роста. Да, в этом районе вот индивидуальная жилая застройка вот такого комплексного характера здесь предложена в этом документе. Ну, конечно, собственник здесь, он сам будет уже решать свои инвестиции. Но этот участок он находится, ну, предложен в этом мастер-плане. Вот пятая точка роста, да, развитие парка культуры и отдыха нашего. Тут очень такой вот амбициозный план увеличения территории. Тут аквапарк предусмотрен. Тут небольшая конная деревня. Ну, вся территория до Кружного шоссе должна быть рассчитана для парка. Несколько входов предусмотрено со стороны Петра Алексеева, Вилюйского тракта, ну и Парадного. Ну, вся эта территория должна быть как бы предусмотрена под парк культуры и отдыха наш. Вот вместо вот этих баз вот предложена сейчас вот экспозиция перспективных технологий, экспериментальная жилая застройка. Ну, конечно, это мы видим, что это нереально, но в проекте предусмотрена вот такая интересная перспектива. Вот показывают, как они должны выглядеть, кемпинги, вот такие вот малые формы. Вот на площади Комсомольской вот предложили вот такое вот общественное пространство теплое с оборудованием парковки. Ну, это вот пятая точка роста. Вот 5 точек роста. И вот этот вот план с точками роста, я понимаю, что насколько он реальный в жизни. По этому документу идут основные инвестиции. Вот дальневосточные города, которые представили свои мастер-планы вот на ВЭФ во Владивостоке, да,
С учетом вот этих документов сейчас рассматриваются инвестиционно-бюджетные кредиты. Все финансирование ориентировано вот на эти документы. Соответственно, те территории, которые вот сюда попадают в этот документ, они имеют возможность получить финансирование, большие вливания, да, вот, могут получить на реализацию вот своих проектов. Вот, например, 17-й квартал, да, и вот набережное озера Сайсара полностью вот за счет этого вот предполагается, да. И так вот каждый объект, который у нас вот сейчас на счету, вот по городу Якутск, они вот как раз предлагаются за счет, ну, по этому механизму. Ну, там идет свой определенный отбор, и в случае там финансирования, конечно, это, ну, для города будет значимое инвестиционное вливание. По набережной Сайсары мы же подготовились, разработали проектно-сметную документацию. То есть изначально был дизайн-проект по проекту Минстроя, когда нам подготовили дизайн-проект на основании в условиях, что мы его реализуем, что сделаем проектно-сметную документацию и реализуем. Была подготовлена проектно-сметная документация, и мы подали в прошлом году на финансирование по программе формирования комфортной городской среды. И прошли отбор, провели здесь рейтинговое голосование, получили финансирование. Но финансирование это хватало только на первый этап. Но вот когда появилась возможность этого бюджетного кредитования, да, принято решение полностью всю территорию набережной, да, за 2 года построить. Поэтому мы для себя, вот когда поэтапно разбивали, да, конечно, это надо было ждать там в пределах там 3-4 лет, да. А сейчас как раз таки вот с помощью вот градостроительных документов у нас есть возможность строительства вот таких вот общественных пространств в кратчайшие сроки. Очень, очень важный документ. И при этом он лег в основу нашего вот генерального плана. И очень здорово, что мы как раз вот в этот период разработки вот мастер-плана мы разработали корректировку генплана. То есть 2 документа у нас вот в купе вышли вместе, выходят вместе. Ну, я считаю, что это вот наше основное преимущество, что не будем ждать там какой-то период там и вносить дополнительные изменения, это все растянется, да. То есть у нас 2 документа уже идут как бы параллельно.